В дополнительной повестке депутаты приняли поправки в жилищный кодекс, положившие конец практике перевода жилых помещений в нежилые с целью их последующей продажи иностранцам. Отныне, за исключением квартир на первых этажах многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов в черте города, перевод жилья в нежилой фонд запрещен. Этим решением законодатели пресекли лазейку, позволяющую обходить установленные правила. Почему возникла такая необходимость, хотел бы объяснить, потому что, значит, нету единообразия, нету сегодня никаких нормативов о переводе из жилого в нежилое помещение. Сегодня, значит, на местах главы администрации сами решают, они, значит, создают положения, решения и так далее. Хочу сказать, что кроме значит, Гагринской администрации, Гагринского района, они присылают в кабинет министров, когда поступает заявление о переводе из жилого в нежилое, значит, только в Кабмин присылает Гагринская администрация, остальные все районные администрации, они пользуются своими внутренними нормативными, значит, актами, документами, исходя из чего переводят. Значит, есть много фактов перевода, особенно это касается, значит, района Восточной Абхазии. Вот только за 25 год около 100 переводов вот по районам, значит, Восточной Абхазии из жилого в нежилой. Речь идет о жилых квартирах, жилых домах. Фактически этот процесс начался не сегодня. Вот, как сказал Дмитрий Александрович, это еще с 2018 года в одном из районов началась такая практика. Конечно, легко комментировать, осуждать кого-то, быть против определенных инициатив, когда ты не находишься в структуре власти. Но когда ты заблаговременно принимаешь соответствующие решения, и на основании этих решений продолжают работать люди, и запускается процесс перевода целых огромных многоквартирных домов по этажам, ну, наверное, это не совсем честно. Мы должны об этом справедливо говорить. Если нам не подходят предыдущие проекты, вы знаете, в свое время я тоже выступал и говорил, что в определенном виде, возможно, нам проект, связанный с апартаментами, можно рассмотреть, но с учетом и дискуссий, с учетом тех рисков, которые мы увидели в том проекте, мы решили этот проект все-таки не рассматривать, и вы помните, депутаты сняли его с производства. Так сейчас аналогичное в отношении жилых квартир происходит по серым схемам. С 2008 года в Гражданский кодекс были внесены изменения, где главы, посвященные договорам купли-продажи, мены и дарения, были внесены ограничения, чтобы не использовать юридический пробел в жилищном кодексе. Этой нормой мы сможем закрыть этот пробел и юридически закрыть возможность обходить установленный запрет на приобретение индивидуально жилых домов, которые переводятся в нежилые и предлагаются к реализации иностранным гражданам. Также происходит и с квартирами в многоквартирных домах. Поэтому поддерживаем и просим, если депутатский корпус не возражает, принять и в первом, а втором окончательном чтении. Таким образом, парламентарии закрыли брешь в жилищном законодательстве, обеспечив более строгий контроль над использованием жилого фонда и предотвратив злоупотребление со стороны иностранных покупателей.